Вот уже второй день я нахожусь в Москве. Приехал специально для знакомства с татарской жизнью столицы. Я здесь учился в Москве, работал в центральной газете «Комсомольская правда» и «Советская культура». И в последнее время интересовался только дистанционно, как живет московская татары и татарская Москва. Мы были на очень интересной встрече в штабе татар. Это не общественная организация, но это историческое брендовое место, где собираются земляки. Рустем Фаизович, руководитель этого штаба, член Совета землячества, татарстанского землячества в Москве. И Рустем Ямалеев является реальным лидером, организатором, инициатором и спонсором. Было интересно увидеть, что представители молодежи Москвы, учебных заведений представители, они интересуются и татарской нацией, и культурой, и языком, конструктивно взаимодействуют друг с другом. Очень любопытный опыт здесь накоплен. Там не принимаются какие-то письма, резолюции, они просто знакомятся, общаются. Хорошо бы, чтобы в каждом микрорайоне или населенном пункте, или районе города было место, даже если нет клуба, помещения, чтобы тот человек, который имеет возможности, мог предоставить место, собрал их, принял. Сегодня дискуссии идут на родной язык, как изучать, преподавать, не преподавать, что делать. Әлбәттә, дәүләт телен, договорына бик каты яклап чыктым. Ул вакытта белмәделәр, мине чуктылар, не бәйләнеп ятасың әле, син шушы телгә, не куертасың, разрегание дип әйттеләр, әйбит. Но шул вакытта ачык иде, чөнки менә шушы бучыны күтәрүчеләр мине чакырдылар үзләренең тусовкаларына, мин анда Мәскәүдән тыңладым блогерлардан, аңладым нәрсә башланачак. Мы пришли к единому мнению, что при желании можно сохранить народ, если изучать язык и применять его. И я считаю, что заставлять, принуждать невозможно, но для языкового баланса в регионе, для общения в таких компаниях, в семьях, на свадьбах, юбилеях, в быту, на концертах, на КВН вечерах, да, и вообще надо знать язык местного населения. Я из Бишбулякского района Чувашского, Башкортостана. Я свою книгу начинал вот такими словами. Я из Башкортостана, но не башкир. Из Бишбулякского района, но не чуваш. Из России, но не русский. У меня 3 этажа идентичности и 3 с иностранным 4-5 языков. Это и необходимость, понимаете? Но мне кажется, что мы чаще сами должны общаться, татары, между собой и в быту, и в общественных местах, и на улице, особенно те, кто друг другу. Общаться надо, а мы не общаемся, потому что среди бунтарей против татарского языка большинство татарские женщины, интегрированные в русские семьи, или просто городские, плохо выучили, и они не хотят якобы, или их поговорить, не знаю. Но говоря, мин телеганили, бездем телевиз секретный телевизор. Я хотел, чтобы мой язык был для общения только среди нас. И жизнь заставляет, чтобы мы общались татароязычными с татароязычными, больше общались. Я сейчас не говорю, что вообще не общались с другими, но больше, если мы будем общаться между собой, татары, в присутствии кого угодно, тогда мы тем самым научим людей нашему языку, поможем им. Вопросы национального образования очень важно. И мы убедились, что татарам России, татарам Москвы тоже нужно, чтобы в Татарстане был порядок. Вот мы многонациональные все равно аудитории, правильно? Да? Несколько или 2-3 национальных. Значит, хорошо нам тут сидеть, если мы двуязычными. Значит, тем, кто находится, не знает одноязычным, приятно было бы, если бы были двуязычными. Но я не хочу, чтобы русские или чуваши, немцы стали татарами. Но наше татарское двуязычие – это наша фора, это наша привилегия. Это сказал академик Тишков, архитектор вот этих провокационных мероприятий, в том числе против этнических национальных сообществ. Да. Понимаете? Раз это наше
и счастье – это не беда. Но мы неплохо, мы не объяснили и сейчас не можем объяснить нашим детям, что двух-трехязычие – это элитарность, что в Европе говорят в 2, 3, 4 языках, что в Финляндии, где 8% шведов говорят на 2 языках и 2 госязыка, что в Швейцарии 4 госязыка. Ну, мы это не объяснили, и наша образовательная система вместо того, чтобы это объяснить, понимаете, иногда занимается политическими играми. Поэтому дискуссионность я вот это признаю. Но я хотел бы, вот я не навязываю там, никому свой язык, я не прочь, чтобы мы знали использовать свой язык на уровне стихотворения. Одновременно я сделаю следующее заявление, которое никому не говорил. Ну да, я татарин. Я из татарской школы, из татарской деревни. До 8 класса только по-татарски все предметы. Понимаете? Все. Ну вот я научился по-русски писать, читать, литературу. Учился в Москве в свое время. Значит, а почему некоторые, допустим, ну, националисты, русские националисты, казанские, которые поднимают этот вопрос, организованно бросают шквал писем в Москву? Почему они считают, что они русские? Я русский. Язык знаю, культуру знаю, пишу не хуже статью, читаю, так, историю знаю. Чем я хуже? По внешности большинство татар тоже не отличается. Понимаете? Я могу подписаться под письмом в защиту татарского языка или любого другого языка. Да. Вот, ну, одновременно я татарин. У меня идентичность, у меня есть историческое самосознание, что Россия это правопреемник Золотой Орды и Волжской Булгарии, что у нас великая история, что мы вместе с русским образовали это государство. Ну вот такое понимание, вот последние события в Татарстане помогли сделать такое открытие для себя. Мы можем сейчас раскованнее, более практичнее действовать и в контактных группах, интернет, каких-то сражений информационных принимать более четкое участие. Об этом я особенно подчеркиваю, что среди 10 тысяч участников русскоязычных родителей сообщества, не знаю сколько там татар, ну, они в контактах зарегистрировали, говорят, что некоторые по 10 аккаунтов завели. Я состою в сообществе Китми без. Мы не уйдем. Это татарские родители и учителя, которых сокращают. Переполнилось 257. Китми без 2. Переполнилось Китми без 3. Ну, в контактах бар, страничка, вот это для вас. Там не ограничивается. Татар тілі ата аналарының бите. Контактта кіресіз да, оқисыз да, қойдан енді хат жіберге қосылған, нәрсе айтуға тілейсіз, нәрсе ештеңе шундай етілген. Получается, вот эти события заставляют нас как бы перезагрузиться. И органы власти, я думаю, что действительно не всегда надо отдаваться национальным каким-то эмоциям, надо спокойно. Я сделал для себя вывод, что о том, что есть Конституция России, что Татарстан есть государство в государстве, Конституция Татарстана есть. О том, что есть закон о языках народов России. Если в Татарстане не будет и самого Татарстана не будет, тогда регионам России, татарам России будет трудно сохранить себя. Оказывается, вот сейчас пришел я к выводу, что на местах самодеятельные общественные формирования, свои бизнесмены лучше организованные, лучше вы действуете, лучше вы живете, чем мы. Потому что в Башкирии и Татарстане мы иждивенцы. Сделает государство, спасибо Миниханову. Понимаете? Провели форум, как бы туда попасть. Угощают, развлекают хорошо. Получается, сами из своего кармана, за свое время. Вот это у нас получается, что я еще больше убеждаюсь в том, о чем раньше говорил. Татарский вопрос надо прежде всего в Татарстане и в Казани надо навести порядок, активизировать, усилить, чтобы вы, приехав туда, увидели образец. Если не будет Татарстана,
Тогда ваша вот эта прекрасная жизнь тоже будет меняться. Поэтому татарлар, саклаңыз Казанны.